В очередной раз национальная телерадиокомпания «Магаз» выступит площадкой прямого диалога с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Традиционно прямая линия становится самым востребованным и ожидаемым событием года. По итогам прошлой прямой линии сделано много. От дорожной инфраструктуры до благоустройства территории и создания комфортных зон отдыха. Каждый житель получил ответ на заданный вопрос. Возможностью решить проблему своей улицы воспользовался и житель Сунжи Магомед Аздоев. Прорыв центральной водопроводной трубы периодически оставлял без воды значительную часть жителей. После обращения к главе Ингушетии в считанные дни вопрос был решен. Проблема уже не возникает. Местные жители выражают большую благодарность Махмуду Али Калиматову. Постоянно прорывала эту трубу. 60-х годов чугунная труба ери. Пластмассу дикая чилает. Ярясыл чила чан, ахига чан. Игук тайр. Ахо ему бог лаба. За внизу сашт. Свой вопрос в рамках ежегодной программы «Прямая линия» с главой Ингушетии озвучили и жители так называемого района за каналом. Рита Кантышева в обращении к главе рассказала о серьезной проблеме – разбитых дорогах, а именно на улице 23 февраля. Махмуд Али Калиматов поручил администрации городского округа Назрань заняться вопросом и в кратчайшие сроки решить проблему, отметив, что у всех должно быть понимание, насколько это важно для детей и для безопасности жителей. Работа здесь проделана комплексная. Дорогу выровняли. Ужасное состояние данной дороги. Не скоро не могла доехать. Таксисты вообще наотрез отказывались сюда приезжать, на самом деле. И много чего решила эта дорога. Нас наконец-таки услышали. И вот, соответственно, были приняты меры по благоустройству нашей улицы. Ну, уложили, проложили балласт. И вот наконец-таки нас услышали, как говорится. до конца хатуабе болш. И грейдер до конца была. Я сказал, сажу болчана, ой мягко улка, егжмел болчана. К каждому обращению, которое поступило главе Ингушетии, индивидуальный подход. Национальная телекомпания «Магаз» предоставляет жителям еще несколько площадок для решения своих проблем и прямого общения. Это программа «Министр онлайн». За этот год в эфир вышло почти 50 выпусков. В прямом эфире почти 100 выпусков. Депутатский мандат и муниципальный час – почти 80 эфиров за год. Все они по праву становятся мостом между властью и жителями. Ни одно обращение не остается без ответа. Даже если муниципалитеты не хотят решать этот вопрос, мы уже на следующем выпуске поднимаем при подготовке следующего сценария вот этот архив, смотрим и задаем вопрос. А вот тогда-то был озвучен такой-то вопрос, что сделано? Какие есть ли факты вот решения вот этого вопроса. И, конечно же, на месте разбираем. В том числе некоторые темы, которые озвучиваются в ходе нашего прямого эфира на муниципальном часе и на других площадках. Мы обязательно берем в разработку эти темы. Затем уже наша съемочная группа из информационного отдела, она выезжает, смотрит, как обстоит ситуация, действительно ли есть эта проблема, как она решается. И вот дальше уже по следам этой прямой линии мы проводим такую титаническую работу. Национальное телевидение и дальше продолжит работу по решению вопросов жителей республики. Ну а самая основная площадка начнет свою работу 11 ноября. Рина Сычоева, Магаз 24.